Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события среды. В Грозном открыли пансионат ветеранов войн и труда. Благодарю каждого, кто добросовестно трудится на таких объектах и делает жизнь наших уважаемых ветеранов лучше. Торжественное мероприятие посетил глава региона Рамзан Кадыров. На совещании в правительстве обсудили задолженность за коммунальные ресурсы. Глава республики призвал объединить усилия для решения проблем ЖКХ. Следы войны. Мы вот здесь показываем, что Чеченская республика непосредственно принимала участие в Великой Отечественной войне. В Наурском районе нашли останки участника Великой Отечественной войны. Подробности в нашем выпуске. Бойцы Севера Ахмат нанесли высокоточный удар по системе управления военных сил Украины. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава республики Рамзан Кадыров. На Константиновском направлении военнослужащие 78-го мотострелкового полка под командованием Зенди Зингиева в ходе разведывательно-ударных мероприятий выявили и уничтожили рупорную антенну управления военных сил Украины. Потеря связи серьезно нарушила координацию подразделения противника и существенно снизила эффективность применения вражеских беспилотников. Теплая встреча, искренние улыбки и важные разговоры. Так в республике прошло одно из ключевых событий в честь Дня России. В столице открыли пансионат для ветеранов войн и труда. Глава региона не просто поздравил ветеранов и семьи военнослужащих, но и лично убедился, в каких условиях проходит лечение и реабилитацию пациенты. С открытия Медина Мударова. Мероприятие, приуроченное ко Дню России, прошло на территории пансионата ветеранов войны и труда. На него прибыл почетный гость, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Место выбрано не случайно, отметил заместитель председателя правительства региона, министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов. Это знак уважения к работе республиканских служб, а также демонстрация внимания к семье участников специальной военной операции. По его словам, уже оказывается широкая комплексная помощь. Многим семьям перечислены средства за оплату ЖКУ. Назначены субсидии, выделено жилье. Через службы занятости населения по линии Министерства труда региона трудоустроено 186 участников специальной военной операции. На региональном уровне оказывается 31 мера поддержки. С начала СО указанные меры поддержки получили 38 728 человек. Кроме того, по линии Минтруда Чеченской Республики в рамках данной работы достигнуты значительные результаты. 113 участников СО получили субсидии на бесплатную газификацию. 3587 участников СО получили выплату в размере 400 тысяч рублей. Трудоустроено 186 участников СО и членов семей. 23 участника СО из числа детей-сирот обеспечены жильем. Уважаемый Рамзан Ахматович, вы надежный щит нашей республики и всей России. Сегодня в первую очередь поздравляю вас с Днем России. Желаю вам сил, терпения, новых успехов на благо нашей страны. Дорогие ветераны, ваша храбрость – наша гордость. Спасибо вам за мир и небо. Днем России. Бюсенна, согимся аккуратно хлетер ахватин боаса. Бюсен вайн хиалдел тақанах бөхиш хенаха. Урен ялдел хенаха. Ахпрочен тоже разбик шешду саше шиба домде уже. وي نوچه چاها خیسم شگان تام قیمت سر دا غالی استعدی عملی مش بولچن دیوشت اینش دواها قیمت سر تشدی على ومرپیات یاها سعید تقاش کورتی بوبیش کورتی لاها إذا هاي ویزن نوچه خلاتر هاي بوسل بدینتر حوالي دشت حوالي خلاتر و نوچه خل دولودش هوا شوا دال سیدی الله دال دوکوا ولا. Рамзан Кадыров поздравил присутствующих с Днем России и отметил, что социальная защита – один из ключевых приоритетов государственной политики. Он поблагодарил сотрудников социальных служб за вклад в работу с ветеранами, инвалидами и семьями участников специальной военной операции. Поздравляю всех с наступающим Днем России, государственным праздником, который объединяет все народы и конфессии
одну большую сильную страну. Социальная защита – это одна из важных задач нашего государства. И команда первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова. Благодарю каждого, кто добросовестно трудится на таких объектах и делает жизнь наших уважаемых ветеранов лучше. Değerli Hulçun dağda abiyet kiverdir. Dağda abiyet kiver. Da mosu vuçun alar dueldon. Ba Allah don, espespek bualdon. Wen bezibu. Taka wen dokuma git taşudlarım bu daston. Dar şeyler duel şeyler hükümdardan. Şu bandoston. В Республики Адон, социальное направление Бандоша, в Республике Адона, дикая атмосфера, общество и власть, объединяющие, зиновый лечь, В рамках торжественной программы состоялась церемония награждения отличившихся. За профессионализм, проявленный в деле строительства социально значимых объектов Чеченской Республики, благодарственное письмо главы региона вручили подрядчику «Гарант Строй» Мураду Мицалову и начальнику участка организации Хусейну Абдулхаджиеву. В строительственной сфере обобщил ihtiyaç varmıyoruz. Tamam paçolar, barkalık yıkılış, ton barkal oluş, soğuk şehit mondayları sır paçına varna tasıydırna, kıdada muhtaç belki yaşamları beşa yekniyet tukta. В рамках мероприятия также состоялась официальная передача техники. Эти автомобили уже в скором времени отправятся в зону проведения специальной военной операции. Здесь более 20 единиц техники. Это УАЗы и пикапы, необходимые для выполнения повседневных задач, перевозки грузов и личного состава. Пансионат построен в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Учреждение рассчитано на 230 мест. Рабочие места предусмотрены для более чем 200 человек. Комплекс состоит из 4 блоков, в которых размещены социально-медицинское, реабилитационное и психологическое отделение. Объект осмотрел Рамзан Кадыров и пообщался с пациентами. Da, die kan spieken worden dan. Da, razlog, ja, dojen. Most usluge na Ramzan, znači kan go met čo sada возможности, лечебный корпус ялчина, почо sada aşı şey lečenje je oča medicinsko obrodine, tölder medicinsko obrodine. Da, još. Osman Duyuşun. Da, ne yapayım? Da, razlog, ja, dojen. To je nekada worden. Tanko ja zalaniš. Šinku je sad in hala dira. هذا الأشعة توي. Yolda je da to da. ولا بوري ما كيش نقمصه منها. Da to je. Многократный чемпион по стрельбе из лука. Ой, да, да, я ветки. Духа участвовал, но уже лидер аванс. Что международный. Яны? Da, ja ветки. Da, mačal gledao, da vodi vendo. Da, je da baja bala. Da, razbiti, ja dojdon. Mudu şu, hausi şu. Elhamdülillah çoğu dik havuz, çoğu terbu yad'u wancha. Bu kuyat an bu khazakiyat hayak do qairan sakhiyat khayat an bi'ashul qatacha. Dala ya habiyat kiwelo. Ahlu gerduen qayak chanda wa kuro duk. Da, mola. Da. Dere da shi da do ne rotane. Sağlar sözünde nokta beş hakama diyor. Çelikse iyi şey belki şu an didoş ve nokta beş. Adım baba belirse hakama şu oyun. Ta her kelli vajle bu iyi saatlik var. Belli dal hazırlar. Elhamdülillah. Selam aleyküm. Oo, digo. Umudo. Madu. Dik hausi şu. Dik hausi şu. Da, vodi vendo. Da, razbiti, da. Ona je to što na. Da.
Особое внимание уделено отделению протезирования. Здесь изготавливают протезы конечностей с учетом характера травмы пациента. Руководству республики продемонстрировали актуальные образцы и методы реабилитации. У нас здесь представлены высокофункциональные технологические комплектующие для изготовления протезов верхних и нижних конечностей. Соответственно, это российские, итальянские, исландские, немецкие комплектующие. Мировые производители, лидеры, соответственно, лучшие по рынку в мире. Также в пансионате будут изготавливаться для ветеранов специальной военной операции, героев России, устанавливаться данные изделия в протезы. Также здесь будет проходить полная реабилитация, абилитация пациентов. И в дальнейшем, как говорится, они смогут обращаться сюда, как вот повседневно, для того, чтобы могли поправить, исправить там где-то новое протезирование, положенное там через год-два, как положено все это. Это будет как их родной дом. Также данное предприятие, пансионат, очень важен не только для Чеченской Республики, но и для всего Северного Кавказа. То есть это как центр общего протезирования здесь. Соответственно, сюда можно приглашать, сюда будут приезжать, будет, так сказать, оказана комплексная реабилитация пациентов. Спасибо большое. Спасибо. Высокотехнологичное оснащение включает разработки ведущих зарубежных и российских производителей. Мы изготавливаем современные протезы верхней и нижних конечностей, также сопровождаем пациента на этапе адаптации. Помимо протезирования здесь организован широкий комплекс восстановления и реабилитации, разные процедуры. Рамзан Кадыров с радостью сфотографировался с пациентами пансионата. Для многих этот снимок стал теплой памятью о визите. Руководитель субъекта также обошел палаты, поговорил с пациентами, узнал об их состоянии и пожелал каждому выздоровления. В пансионате также размещены вип-палаты со всеми удобствами, уютные помещения для основных категорий постояльцев, столовая, парикмахерская и спортивный зал с необходимыми тренажерами. Один из пациентов, Ахмед Юсупов, проходит обследование после тяжелого осколочного ранения в сердце. Ранение получил при освобождении Курска, когда мы находились на позициях, и на нас был сделан со стороны украинцев накат, чтобы отбить позиции. При этом получил от дрона сбросом гранатами, и в сердце до сих пор у меня почти сантиметр осколок находится. В данный момент после ранения прохожу реабилитацию, все устраивает. Врачи очень хорошие, грамотные, плюс условия тоже очень хорошие здесь. Также на площадке презентовали проект нового лечебного корпуса площадью 3340 квадратных метров с реабилитационным отделением на 50 коек, бассейном и медицинскими кабинетами. На сегодняшний день строительство находится на этапе возведения стен. Глава республики осмотрел ход работ. Улях вообще отдельно 50 коек, отдельно чувствуется лечение еще, что воли хожмели шоу чувствуешь, а его хинз апробил, что это вот я возле базы, просто я что там метро 50 перестраняет, просто я чувствую, возле листы, висит бумаги, говорит, и что это я бас, а чем летит я, это что условия подержишь, а не сам задержишь, я короче, а я что идем. Италия, هذا خطبة الشيخي يوها فندق الشيخي فندق الشيخي شو خزاي أنا أقول
لا الحلقة شو تحت وفزو Yaldan boşmuyorsun. ما يو إنتوش لا لا ده كان تقول ده يريح شيء يعني تفعل يقبل ما شاء الله يقول يقول لو والله يستطيع يقبل بس يعني سير Следующей точкой инспекции стало строительство детского лечебно-реабилитационного центра «Дарба Кидс». Он рассчитан на 165 коек, в том числе дневной стационар на 45 коек и круглосуточный на 120 мест. Всего здесь будет 7 блоков – административный, лечебно-реабилитационный, спальный, отделение дневного пребывания, поликлиника, пищеблок и конюшня с навесом. Сейчас работы идут к завершению. Административный, спальный, пищеблоки, в основном лечебный плюс реабилитационный. ДЦП, психические расстройства, разные. Административный, что уже спальный корпус, всего на 165 мест. Уже оборудование заказано. Хая еще покраска, еще оборудование. Лава печать самобелш. Уже на завершение. Еще уже еще акшоганер замандыш. За счет средств регионального общественного фонда. Уже на завершение. Уже в августе она открытие. Вот мы там за согласовать. Это на Чеченской, что уже спальный хрю, корпус на 165 мест. Я один поликлиника, именно на лечение, определяется чай и шхрёш. Добавить там территорию, гектар, территории города. Уже каждый спальный чунч еще. И что? Уже спальный чунчу, да, в каше, отдельно санузел, шеш, 14 тысяч квадратов. Да, здание 14 тысяч квадратов. Оборудование угольное, закупка уже. Да, объективы, Publidon, Byggståndon, objektuellon, dårligståndon, råttnadon. По итогам визита даны поручения по усилению поддержки семей, увеличению доступности медицинских и реабилитационных услуг, а также контролю качества и срока строительства. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести, Чеченская Республика». Платежная дисциплина – зеркало эффективности всей системы ЖКХ. В Чеченской Республике этот вопрос стал одним из острых для правительства. Разрыв между оказанными услугами и реальными поступлениями средств требует вмешательства на самом высоком уровне. На совещании в правительстве Рамзан Кадыров поставил задачу кардинально переломить ситуацию. Репортаж Рамзана Буева. За первые 4 месяца коммунальных услуг предоставили на 19,5 миллиарда, но оплачено из них лишь чуть больше 13. Собираемость платежей в республике на отметке 68%. Проблему долгов за ресурсы и меры по стабилизации ситуации Рамзан Кадыров обсуждает на совещании в правительстве. За последние годы Чеченская Республика добилась значительных результатов. Реализуются масштабные проекты, развивается инфраструктура. Вместе с тем есть и вопросы, которые требуют особого внимания, среди которых полная оплата коммунальных услуг. Абоненты должны понимать, что работа жилищно-коммунальных служб полностью зависит от своевременной оплаты. Хочу услышать доклады по данному вопросу. Общая задолженность за коммунальные ресурсы составляет почти 35 миллиардов. При этом государство активно продолжает поддерживать льготников и социально незащищенных граждан. В текущем году на компенсацию их расходов по ЖКХ направят 6 миллиардов 878 миллионов. Детальный разбор ситуации в отрасли представил председатель правительства Магомед Даудов. Уважаемый Рамзан Ахматович, вопросы платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства отслеживается в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Кроме того, в ходе заседания правительственной комиссии на площадке Кавказского инвестиционного форума председателям правительства Российской Федерации даны поручения субъектам Северокавказского федерального округа оказать максимальное содействие ресурсоснабжающим организациям реализации мер по снижению потерь и взять на контроль вопросы своевременной оплаты текущих коммунальных платежей и погашения просроченной задолженности со стороны потребителей.
Уважаемый Рамзан Ахматович, на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг для социально незащищенных слоев населения республики в 2026 году предусмотрено 6 миллиардов 878 миллионов рублей. Рамзан Ахматович, социально незащищенное население, участники боевых действий, СВО участники, массана, цена, почалку, кушара, елх миллиард 800 миллионов, церь меттен диона, церь платежищ, дадал билгал дякны, аш дион уже финансирует, дешно. Дада ончера в это же время более 7 миллиардов иш диона, дада ончера билгал дякны, дадал. Суанте вагает шуаначи, عيد البارمح موسو سيميا غيل مسكو شوية تاق هوري أنا وليل وش سبيسكشتون كاجدي بطح هور ميرب هور ديونا دش دينا أيح ديون ساعة دوقش يوكلوس ملخ участник СВО, участник боевых действий, غيل مسكو شوية شيء أبلاتا ينيو وغاوان اتسوديون شهر أبلاتينا ألشان وعيد وديون تون دالوش دو أسيحانت ديو باخ ويغازق سويتق ديونا شيء إيواي برودكتيو عورن ديون ملختاقا توق دهتي سن اوش إز وين يوخش هو ريسبوبليكو اوش إز هو ريسبوبليكو اوش إز ديون سويت اوش هو ريسبوبليكو غاز اوش هو ريسبوبليكو هرواي شوعدو البريويترستين كومبلكس يوخ ديون هو بريويترستين كومبلكس يا كاش دي بات هو سويت مصوم نخ ديون إيش تعلوش السيستم هو. Магомед Даудов попросил Рамзана Кадырова дать профильным ведомствам поручения, направленные на повышение платежной дисциплины и улучшение качества услуг ЖКХ. Первое. Главам администрации муниципальных районов и мэрам городских округов Чеченской Республики, ресурсоснабжающим организациям принять исчерпывающие меры по повышению уровня платежной дисциплины и снижению просроченной задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Второе. Ресурсоснабжающим организациям совместно с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Чеченской Республики и Министерством финансов Чеченской Республики провести инвентаризацию задолженности за потребленные коммунальные ресурсы, по итогам которой принять меры для признания установленным в порядке безнадежной взысканию задолженности. Третье. Ресурсоснабжающим организациям совместно с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Чеченской Республики и органами местного самоуправления рассмотреть возможность предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг потребителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Ел поручению и части касательно Газпромна, Россечна, касательно Хитях Кавказских форумов ученых Цигаха прямое поручение Чеченской Республики на Дагестана ел ресурсоснабжающие компании. Шкала лавай чеэцю эдагандал адаман цан цахан билгалякан диона льгот ецан. Из диона поручение шуга диона дакачагри диона дакуджин. Четвертое. Министерству финансов Чеченской Республики и ресурсоснабжающим организациям совместно с главными распределителями средств республиканского бюджета, администрациями муниципальных районов и мэриями городских округов Чеченской Республики обеспечить качественное проведение сверки расчетов за потребленные коммунальные ресурсы бюджетными получателями всех уровней с оценкой достаточных плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2026 году на оплату коммунальных услуг. Осуществлять расчеты за потребленные коммунальные ресурсы бюджетными потребителями с применением авансовых платежей. Ибо году хитсалс дион шун счет предоставить ее счет халвай шун ахш далворк шу задолженность хал цаяли это авансом шикер хала авансом диона шун ахш дадалита диона вайдал мула диона возможностью дион и лишь бы дион ди харцдачан и дадала авансом диона шеет ресурсоснабжающие организации дион халки диона и график платы. Осуществить внедрение программного обеспечения для сверки взаиморасчетов ресурсоснабжающих организаций и потребителей коммунальных услуг, финансируемых за счет республиканского и местных бюджетов. Пятое. Государственному комитету по делам архитектуры, градостроительства и государственного жилищного надзора Чеченской Республики, ресурсоснабжающим организациям, главам администрации муниципальных районов и мэрам городских округов Чеченской Республики обеспечить контроль за доведением платежных документов за жилищно-коммунальные услуги всем категориям потребителей Чеченской Республики, завершить
инвентаризацию абонентских баз данных потребителей коммунальных ресурсов, внесение и актуализацию данных по адресам потребителей, а также обеспечить синхронизацию абонентских баз поставщиков коммунальных ресурсов с федеральной информационной адресной системой. И поручение Россети, Свет, абонент, плюс Газпром, шу абонент, шу абонент. То есть сан базе чубеш, ух базе чубеш. Плюс ще задолженность ек диона, вайких дадоид и дакат чух дион, шинк ирни дол из дион. Изи доч сразу диона, минфин, мосо муниципалитет именно электронный оборот сихлит рам, шу расчет ма сихлит рама. Изи дандин надаму дион. Чак докурду рамзар мач. Тан мели поручение. И далуш дион, и дойд адан шер хоккена, ван юш дарвай. Более 90% диона в этом направлении. Бог барбеш кушер диона. Че сумава йолдер диона. К направлению халахайл жил истях ослабление хилла алхитсун. Хар вопроса целым по России рамзар мач. Ресурсы снабжающие организации шакель свет вак диона. Специальная комиссия ухаст диона. Бахкетина министерство набор острети садир цельшев. Массарат ханин хазара дол истях бог чарбина. Рамзан Кадыров поручил Магомеду Даудову проанализировать целесообразность вывода топливо-энергетического комплекса из структуры Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики и создания для него отдельного ведомства. Обязательства, жилищно-коммунальное хозяйство, топливо и энергетика Чеченской Республики, отдельно министерство, штат использует лишь из начальник штаба, то есть сразу. В сфере водоснабжения и водоотведения собираемость платежей снизилась на 11%. В сравнении с прошлым годом потребители закрыли 67% счетов. Теплоснабжение из начисленных 728 миллионов абоненты оплатили 479 миллионов. На общем фоне стабильнее выглядит сектор обращения с твердыми коммунальными отходами с уровнем сборов 78%. Как отметил в своем докладе Магомед Хаджамедович, прирост дебиторской задолженности за оказанные коммунальные услуги за январь-апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,3%, что на 0,8 ниже среднероссийского. То есть, в общем, среднероссийский показатель, он именно в этом направлении хуже, чем в нашей республике, но в любом случае есть вот такая динамика. По состоянию на 1 мая лимиты бюджетных обязательств на оплату коммунальных услуг из республиканского бюджета утверждены в размере 738 миллионов. Фактическое финансирование составило 188 миллионов или 25% от годового объема ассигнований. Такие данные привел вице-премьер-министр финансов Султан Тагаев. Объем бюджетных ассигнований на представление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечиваемости муниципальных районов и городских округов на 2026 год составляет 3 миллиарда 460 миллионов 744 миллиона рублей, которых на 01.05.2026 года профинансировано 985 миллионов 233 тысячи рублей. Остаток средств по состоянию на 01.05.2026 года составляет 2 миллиарда 475 миллионов рублей. Показатели собираемости в сфере газоснабжения 62%. Из начисленных 12,5 миллиарда потребители оплатили 7 миллиардов 800 миллионов. Обычно на январь-февраль шилон шлилан чёл яцер ехкой сумна школоте считаешь тебя. И они, то есть январь, февраль, март, апрель, май потихоньку шагут до 100 тысяч талах, 20, 30, 40, вош халуш, погашает, вот царица. Кахин свой шило, шлилан ЧСХВ, жим проблем хватает. Значит, в любом случае эта проблема решаемая, а за 4 месяца, если мы возьмем, за реализованный газ, больше аналогично прошлого года собрали 728 миллионов. За 4 месяца. Азамач, в любом случае, хоть это дебюси, что представляет правительство Магомед Хожихмедович на постоянной основе проводит совещания. Массу муниципалитета, на остал дешбу, что
Комментируя текущие цифры, глава подчеркнул, что по собираемости платежей регион отстает от среднероссийского уровня. Чтобы сократить этот разрыв и исправить ситуацию, необходимо объединить усилия власти на всех уровнях. وون قدرش راوش تو بابار هنر درستی ندارن و این دینامیک دارن دیگت دارن و میتو دیگه وقتی نه اخش حدودیز دستان نه اخش دوچ بات و غیر میشنشون و مامت مال پلاتیش شدن حالت دارن هور ما دارن والدان ببیش بقوی دستان هور لاو ریان و منیستر دارن شبکه اوچاس پنیماتی ویش بود است حوزه انتظار نقلی شده است مدرسان و گاز آخری سویت آخری سالچی دان و این لات لوده است تو وقت ایست ترانسفورماتوری است لوده است گاز دان اکچوان لات نیست لوده است و این دان اینوستیچ لوده است من بابه سالش دان چردان تلگات سواد است چون دان سیادان شنو داد واوشت بابو داد سیادان های بسیاری دان کامل پیش وادش مسلمان داد برکم زوانش. Лидером по собираемости платежей стало электроснабжение. Потребители оплатили 81% выставленных счетов. Это 4 миллиарда из начисленных 5. Такой результат почти соответствует прошлогоднему уровню. Общий حل شركي ЖКХ وجاءت وشيء و 92 وعدانه وتوخ بود ذكرات دام وتلا ولي هو شرخريو ال استعوى بو بيشبو. Уровень дебиторской задолженности перед Чеченэнерго на 30.04 составляет 8 миллиардов 681 миллион рублей. Из них 5 миллиардов 561 миллиардов задолженность объектов ЖКХ, УК и ТС. В целях погашения дебиторской задолженности и обеспечения платежей проводятся мероприятия по ограничению отключения потребителей неплательщиков. Рамзан Кадыров поблагодарил специалистов Чеченэнерго, отметив их работу во время паводков, когда они сработали максимально оперативно и качественно, обеспечив стабильное электроснабжение региона. Adam skurjurti bağla bağdoştan şundan berkal deres gala da şebsen don aş obazın şolçuyn don donaş doştan ve balajın şolçuyn don oqar gayveş tuq bon idavat toştan madaryaş idavat toştan soymi silame don aştan Çadol ayetliga sange yomatsa boştan aş bin balan şundan berkal deres gala da diabet kibir da mustaqbel için istiyoruz ama belki de resmen. Дерез масана Рамзан Ахматович حبدي اشتغل اعطوني دولار دياتر وين مخارج يسخل شينا يا فورمت يو ديرز دقه بتنس كا كان يزر صع ماتريالان زديش كوش اتدنا يتايش علاقه يا شا ايش بوابن طوكيو تاع تسويتش يبلش طاغن يروحون دقر بركله لا ما حد يتنقى اشتغل يعني باخك بوستوش ديرز. Рамзан Кадыров призвал жителей вовремя платить за коммунальные услуги. Глава подчеркнул, что бесперебойная подача света и газа напрямую зависит от платежей населения. Каждый должен понимать свою ответственность за стабильную работу ЖКХ. Ema kaçın sırada madalya olarak açtılar. Her alıştılar çünkü asvetler her doğan nasıldır doğan ve harem doğru doğan madalya olarak. Kadas az olmalı doğan madalya olarak. Andem kaçın ina doğan şaş kıyafet doğan şeyin gaz gidiyorsi svet gidiyorsi gidiyorsi şeyin kıyafet doğan. Achteraan, waar je bal oude boot zit, want zelfs pizzaket dan, de bal niet te waar, waar je bal oude boot, waar je bal dat ze was, dan na geven dat gas gerecht zit gerecht dan. Toen dan, scenario dan, zo die gaat doen dat dan. Zijn die gehouden dan, is daar juist gedaan,
под контроль он была добавить мама передулся а мы бахали докудон а что был больше вода с правительством ну молодой какой-то молодой бандо шведона что ситуация галерея улучшил пойдал галерея сенти галерея улучшил ситуацию да опять говорю да мы очень довольны все равно мы делали винделерно sonra değer olarak daha değer olarak daha doğru Valid on dik važiavo, dik belovo, dik navos sudon, sunvoish, on bela, dinavoish, куда сон, да доклавоla, да это было. Местные власти и духовенство регулярно проводят разъяснительную работу с населением. Жителям объясняют необходимость своевременной оплаты коммунальных услуг и бережного расхода питьевой воды в летний период. С 1 марта этого года обновился график расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Согласно новому федеральному закону, вводится единый срок закрытия счетов ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Это нововведение призвано сделать оплату услуг ЖКХ более удобной для граждан. Рамзан Амбуев, Адлан Хусаинов, Ахмед Хизриев. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести, Чеченская Республика». Выборы в республиканский городской парламент, а также в местные советы – важный этап общественно-политической жизни региона. В Чеченском отделении «Единой России» подвели промежуточные итоги партийного отбора. Те, кто прошел электронное голосование, теперь готовятся к официальному выдвижению. Но партийное собрание стало не только площадкой для встречи с будущими депутатами, но и поводом поблагодарить журналистов, которые освещали этап предварительного голосования. О наградах Рабиат Гайтиева. Руководство Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» встретилось с победителями электронного предварительного голосования. Участниками мероприятия стали будущие кандидаты в парламент Чеченской Республики 6-го созыва, Грозинскую Государственную Думу 5-го созыва и представительные органы 15 муниципальных округов. С напутственным словом к победителям обратился первый заместитель секретаря Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Ахмед Дудаев. Война, хокшары, мероприятия, многоуровневые выборы главы республики, выборы депутатов Государственной Думы, выборы депутатов парламента, выборы депутатов муниципальных образований. 870 тысяч избирателей из практически дорогие амдук, кегелиш, наберч. Дорогие амарадалаши, двоша, биш, харжам бабиш. Выбор шуэнта холши. В рейтинговом отборе приняли участие 777 кандидатов, среди которых ветераны специальной военной операции и молодежные активисты. Перед официальным выдвижением на выборы им обозначили ключевые задачи и приоритеты. Подробнее об итогах кампании рассказал руководитель исполнительного комитета Чеченского регионального отделения партии Адлан Динаев. По поручению главы Чеченской Республики, Героя России, члена Высшего Совета партии России Рамзана Махаровича Кадырова, непосредственно с его участием была проведена очень серьезная подготовительная работа с помощью нашей команды, большой команды, которая провела действительно очень организованную, хорошую, титаническую, хорошую работу. И благодаря вот такой подготовке мы смогли, несмотря на то, что мы это в таком масштабе проводили впервые, электронное предварительное голосование, провести это на очень высоком организационном хорошем уровне. Завершилось мероприятие церемонии награждения представителей средств массовой информации, внесшие значительный вклад в освещение электронного предварительного голосования. Благодарственными письмами были отмечены сотрудники телерадиокомпании в «Войнах» за высокий профессионализм, объективность и активное информационное сопровождение общественно-политических процессов в регионе. Очень отрадно получить такую награду, и спасибо нашему уважаемому министру за теплые слова в адрес всех принявших участие в этом красочном мероприятии. И благодарю Адлана Динаева за теплые слова, за то, что он особо отметил, что корреспонденты, операторы принимают активное участие в этом нелегком деле, вносят свой вклад и в общее дело. По итогам встречи участникам напомнили о высокой ответственности перед избирателями и необходимости продолжать работу над реализацией социально значимых инициатив. Впереди у кандидатов новый этап избирательной кампании, где главные критерии эффективности – это все те же. Это доверие людей и конкретные результаты. А от работников СМИ требуется достоверность, объективность, а также профессионализм. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика.
Грозном прошло совещание Министерства просвещения Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. На большой встрече были рассмотрены ключевые направления развития систем образования, в частности, проведение выпускных экзаменов у школьников, а еще реализацию государственной политики в направлении просвещения Чеченской Республики. Официальные лица отметили хороший уровень подготовки нашего региона по отдельным направлениям работы с детьми, а также студентами СУЗов и вузов. При этом гости поделились планами работ в ближайшей перспективе. Во-первых, первые лидеры в стране, Чеченская Республика, по привлечению молодых специалистов по математике, естественно-научным предметам в нашей школы. Конечно, очень важно здесь отметить и выбор единого государственного экзамена по профильным предметам. И те задачи, которые сегодня выполняет команда Министерства образования Чеченской Республики вместе с директорами школ по подготовке школьников, выбору ими профильных предметов для изучения математики, естественно, научных предметов достойно очень дорогого. Поэтому мы видим соответствующие результаты, мы видим успехи. Сейчас, как говорится, сожмем кулачки и будем надеяться на то, что результаты у наших ребят по результатам единого государственного экзамена во всей стране по математике и по естественно-научным предметам будут хорошие. Для нас это, конечно же, в первую очередь очень высокий стимул, мотивация продолжать нашу работу, и чтобы мы соответствовали тем теплым оценкам, которые нам даются. И, конечно же, для нас это еще один инструмент к тем поручениям, которые ставятся Рамзаном Ахматовичем, доводить информацию по тем ключевым показателям, критериям, тем контрольным точкам, которые определяются указами президента Российской Федерации, приказами Министерства просвещения Российской Федерации, чтобы они внедрялись, чтобы эти задачи находили соответствующее понимание в республике, соответствующую поддержку, чтобы мы имели возможность их выполнять и выходить на качественный новый уровень. Благодаря поддержке Рамзана Ахматовича те выпускники наших школ 11 классов, которые по договору целевого обучения поступают в Чеченский государственный педагогический университет на обучение очное по таким специальностям, как учитель химии, физики, биологии, математики, к той стипендии, которая у них есть в стенах вуза, получают на все образовательные места по 10 тысяч рублей. Эта мера в этом году также продолжается. Мы соответствующие объявления через СМИ неоднократно давали. И, как отметила Ольга Павловна, будем ждать результатов периода ГИА и очень надеемся, что мы свою квота имеется в виду плановую квоту, мы выполним, и что мы здесь будем набирать обороты. Для нас это очень важно. Мы, конечно, будем обсуждать поручение нашего президента, как сделать максимально доступным для каждого из 17,5 миллионов школьников качественное школьное образование, тем более, что у нас для этого есть все возможности. Национальный проект способствовал тому, что российское школьное образование вошло в десятку лучших стран по качеству образования, лучших школьных систем мира. Время неумолимо, но память о Великой Отечественной войне продолжает жить в работе отрядов. Спустя десятилетия после боев земля Чеченской Республики хранит останки тех, кто ценой жизни остановил врага. Очередная экспедиция в Наурском районе принесла новые драматичные находки. Как поисковики шаг за шагом восстанавливают последние минуты бойца, расскажет Лимда Жамалдинова. Полметра. Именно на такой глубине были обнаружены останки бойца. По предварительным данным, останки лежат не в том положении, в котором боец погиб. Вероятно, после боя для него выкопали небольшую яму, аккуратно уложили тело и засыпали землей, чтобы оно не оставалось на поверхности. С августа по декабрь 1942 года эта территория Наурского района находилась под немецкой оккупацией. Здесь проходила линия обороны, шли ожесточенные бои. Каждая высота и участок степи становились ареной смертельных схваток. Именно на этих рубежах советские солдаты остановили продвижение противника к Кавказу. Это называется высота 113. Здесь шли ожесточенные бои. Здесь со стороны соседнего села Ищерской наступало 110 немецких танков. И здесь вела оборону 4-я гвардейская дивизия, которые здесь остались лежать. На данный момент здесь считается пропавшими без вести, только пропавшими без вести 183 человека.
А так, по нашей информации, именно вот в этом месте, ну посмотрите, сколько оно может быть, 400 метров длиной и 200 метров шириной, здесь погибло не менее 400 человек. То, что поисковики обнаружили, сначала поставило их в тупик. Рядом с останками нашли фрагмент бумаги, предположительно газеты или документа на немецком языке. Появилась версия, что найденный солдат мог быть военнослужащим вермахта. На нем были сапоги немецкого производства и вот документ, который написан на немецком языке. Сейчас наш специалист переведет и будет понятно. Однако дальнейшие находки изменили картину. Из земли подняли советский значок, саперную лопатку, нож и другие личные вещи. Все это позволяет предполагать, что останки принадлежат бойцу советской армии. После подъема специалисты очищают кость от грунта, фиксируют в протоколе и раскладывают на антропологическом планшете. Так они определяют сохранность костей, выявляют повреждения и устанавливают, каких частей не хватает. Пуговица советского солдата. Стало быть, у него была трофейная какая-то методичка. Это немецкая методичка 100%. Махорку заворачивали газеты, курили эту газету. Что интересно, она сшита. Каждая деталь помогает восстановить последние часы его жизни. Осмотр останков показал, ребра раздроблены, зеленоватый оттенок на костях может свидетельствовать о ранении, а в районе скелета обнаружен фрагмент осколка, предположительно минного. Сохранились зубы, хотя часть из них утрачена, заметны повреждения челюсти. Эти следы спустя десятилетия продолжают рассказывать историю последнего боя солдата. Здесь присутствуют отряды «Наурский рубеж», «Последний рубеж» и отряд «Грозный», представители отряда «Грозный», Следственного комитета, представители комитета семей воинов Отечества Чеченской Республики, Общественной палаты представителей, администрации и так далее. На территории Чеченской Республики находятся десятки могил, в которых покоятся солдаты, защищавшие город Грозный в 1942-1943 году в битве за Кавказ. Мало кому известны факты об этом, поэтому мы вот здесь показываем, что Чеченская Республика непосредственно принимала участие в Великой Отечественной войне. Поисковые работы в Чеченской Республике уже много лет ведутся в рамках международной патриотической акции «Я вернулся, мама». При поддержке Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации субъекта. Ее автор Сайпудин Гучигов. Проект был создан им в регионе 23 февраля 2020 года и объединил поисковиков, историков и добровольцев. За годы работы участники экспедиции обнаружили останки более 50 солдат Великой Отечественной войны. В ряде случаев удалось установить их личность и найти родственников, которые десятилетиями ждали вестей о своих близких. Для нас это очень важно. Мы хотим возвратить солдат домой. Поэтому наша акция так и называется «Я вернулся, мама». Потому что очень много, миллионы матерей нашей страны и нашей республики умерли, ожидая возвращения своего сына домой. 84 года назад отправленная смс-ка, написанная на котелке, на ремешке, на ложке. Они отправляли к нам смс, и спустя 84 года эта смс-ка приходит. Алхамдулилла, не всегда, конечно, но алхамдулилла она приходит, и мы находим родственников. Буквально недавно, в прошлом месяце, приезжала делегация из Грузии, благодарила руководство Чеченской Республики за то, что спустя 84 года, говорит, столько людей у нашем роду, эта грузинская делегация сказала, ушли из жизни, которые ждали этого момента его возвращения. Наурский район остается одним из наиболее значимых мест поисковой работы. Только за прошлый год на окраине села Капустино были обнаружены останки 5 бойцов. Впереди работа экспертов и архивные исследования. Специалисты попытаются установить имя нашедшего сегодня бойца по сохранившимся находкам и документам военного времени. Если личность солдата удастся установить, начнется поиск родственников. Если же имя останется неизвестным, его с воинскими почестями перезахоронят в братской могиле. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Рабочие группы, образованные для проверки готовности помещений, определенных для деятельности участковых избирательных комиссий, приступили к обследованию для голосования в рамках выборов, назначенных на единый день голосования 20 сентября 2026 года. В ходе проверки особое внимание уделяется вопросам антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обеспечению условий для беспрепятственного доступа избирателей к помещениям для голосования. Такая работа ведется для своевременного выявления и устранения возможных технических и иных недостатков. Это позволит полностью реализовать избирательные права граждан Российской Федерации. В
В канун Дня России в республике еще раз напомнили силы страны в единстве народов, веками живущих плечом к плечу. Ежегодный фестиваль собрал на одной площадке представителей самых разных национальностей, которые принесли с собой свои традиции, кухню и искусство. О том, как представители разных диаспор демонстрировали свое единство, в сюжете моей коллеги. Под аккомпанемент национальных мотивов открылся ежегодный фестиваль «Мир культуры народов Чеченской Республики». На большой культурный диалог съехались представители десятков национальностей региона, чтобы вместе встретить День России. Сона Беналиева – представительница турецкого сообщества. Однако родилась и выросла женщина в Чеченской Республике и с любовью рассказывает про две свои родины. Живем мы здесь в мире, в согласии. Вот. Сегодня я представляю здесь кухню, также утварь, музей. И мой коллектив танцует танец. Вот. Значит, все, что вы видите сегодня на столе, готовила я сама со своей группой девочек. Вот. Наверное, расскажу вам чуток о наших блюд. Смотрите, это сарма. Сарма, вы, как из турецких сериалов, наверное, знаете, это традиционное турецкое блюдо. Готовится она из виноградных листьев. И тот же самый состав, что и на голубцы. В мероприятии принял участие и помощник главы региона, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев. Он вместе с гостями погрузился в атмосферу национального гостеприимства. Присутствующих ждали щедро накрытые столы разнообразных кухонь народов республики. Кофе надо попробовать, я уже пробовал. Это называется праздничный кофе. Приятно видеть представителей народов, которые проживают на территории Чеченской Республики. Мы видим, что они представили свою кухню, свои культурные, непосредственно культурные мероприятия. Ахмат Хаджи Кадыров всегда призывал к единению, к братству, к созиданию и процветанию. Поэтому сегодняшний путь великого чеченского сына шейха Ахмата Абдулхамидовича Кадырова показал, что Чеченская Республика процветает, созидает, и все народы, которые живут сегодня в Чеченской Республике, в мире и в братстве. Фестиваль проводится министерством с 2007 года. Его главная цель – сохранение культурного разнообразия народов, проживающих в регионе, и укрепление межнациональных связей. Кроме того, была организована выставка национального культурного ремесла народов. К примеру, ногайский народ представил свой войлочный ковер «Кигас». После знакомства с выставочными площадками торжество продолжилось в актовом зале. С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр ведомства Ахмед Дудаев. И в Чеченской Республике тоже проживают представители разных этносов, 88 национальностей, разных конфессий. Функционируют национально-культурные центры автономии, национально-культурные общественные организации. Работает консультативный совет при главе республики по межнациональным, межконфессиональным отношениям, куда входят представители многих национальностей и конфессий, проживающих в Чеченской Республике. Наши братья и сестры из малых народов, они участвуют на мероприятиях республиканского значения, работают в органах власти, принимают полноценное участие в общественно-политической и социальной жизни республики. Мы гордимся нашими братьями и сестрами. Мы гордимся тем, что в республике не наблюдаются никакие конфликтные ситуации на почве межнациональной, межрелигиозной розни. Не наблюдается какие-то раздражители между национальностями. Это все благодаря той концепции, которая была разработана, основана нашим первым президентом, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Он нам проложил, прочертил путь, по которому мы идем, строим, приумножаем этот межнациональный мир, стабильность, гармонию между конфессиями, этносами. В рамках фестиваля также прошла и церемония награждения. Почетной грамотой главы Чеченской Республики и благодарственными письмами были отмечены представители органов власти, общественных организаций, духовенства и национально-культурных объединений. Благодарственными письмами главы Чеченской Республики награждаются Асаев Аслан Мехметаевич, представитель главы Чеченской Республики в Мурманской области. Богатой культурой, вековые традиции народов Чеченской Республики, основанные на высокой гражданственности и патриотизме, верности идеалам единства, являются неотъемлемой частью духовного наследия и культурного пространства всей страны. Рабят Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика.
Безопасность подрастающего поколения – безусловный приоритет. В Чечне на базе загородного лагеря состоялась плановая отработка действий персонала и спецслужб в случае нештатной ситуации нового типа. Участники тренировки показали, как оперативно и организованно можно эвакуировать сотни детей и предотвратить панику. Как прошла эта необычная тренировка в нашем следующем сюжете. На территории детского оздоровительного лагеря «Светлячок» прошли межведомственные учения по отработке действий при атаке беспилотного летательного аппарата. В тренировке приняли участие сотрудники МЧС, Росгвардии и представители других профильных служб. На территории лагеря были проведены учения о готовности сотрудников охраны, работников и детей преступлением террористической направленности с применением беспилотных летательных аппаратов. В целом учения были завершены успешно, поставленные цели и задачи были достигнуты. Согласно сценарию, после получения сигнала об опасности была произведена экстренная эвакуация детей и персонала. Специалисты отработали порядок сопровождения и размещения людей в безопасной зоне. Сегодня мы работали командой оперативной эвакуации детей. Идеально прошла миссия. Все четко произошло, все быстро, все четко сделано. Особое внимание во время тренировки было уделено слаженности действий служб и скорости реагирования на внештатную ситуацию. Все этапы учений прошли в соответствии с поставленными задачами. По слаженности работы Подобные тренировки позволяют совершенствовать механизмы взаимодействия между ведомствами и повышать уровень готовности к обеспечению безопасности на объектах массового пребывания детей. В учениях задействованы сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и представители профильных ведомств. Главная цель – проверить готовность сил и средств, а также отработать алгоритм действий. Дани Хамидов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.